Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Вторая половина апреля 1577 года не предвещала никаких глобальных изменений. Жизнь в Крымском ханстве шла своим чередом. Казалось, Девлет-Герай-хан достиг, к чему так стремился – признания своего народа и славы. От Ор-Капы до Бахчисарая его приветствовали толпы подданных. Когда он проезжал, люди возносили в честь него молитвы. Его называли величайшим ханом из всех, кого знала страна. Конечно же, Девлету-Гераю это льстило, но уже в мае хан резко почувствовал себя плохо. Врачи вынесли страшный диагноз – бубонная чума. А спустя несколько дней Крымское ханство облетела страшная весть – Девлет-Герай I умер. Смерть крымского хана стала полной неожиданностью для всех. Ведь кроме него ни один из членов семьи в тот год не заразился чумой, да и опасная инфекция не имела распространения в государстве. Где и когда хан заразился чумой, до сих пор остается загадкой. Но как бы там ни было, его спешно хоронят на кладбище рядом с ханской мечетью. Сегодня его останки покоятся в монументальном дюрбе, известном как Северная дюрбе или дюрбе Девлета-Герая I. Однако в советское время деревянный саркофаг был разрушен, и сегодня место могилы навсегда утеряно. В день похорон собравшиеся на Дворцовой площади перед мечетью сановники и главы бейских родов тихо переговариваются между собой. Они не скрывают сожаления, ведь так неожиданно закончилось 27-летнее ханство одного из выдающихся правителей Крымского ханства. Они говорят о возможных переменах и о ханских сыновьях, известных своим неспокойным, буйным нравом. Мнения беев разделились. Одни сокрушаются, что до этих дней не дожил самый старший сын хана – Калга-Султан Ахмед Герай, на которого главы Дорд-Карачи 4 главных родов возлагали большие надежды. Их не устраивает второй сын хана Калга Мухаммед Герай. По их мнению, с годами он стал подвержен приступам гнева. А разве можно в таком состоянии руководить страной? Другие, напротив, питают к нему уважение и помнят о проявленном им героизме
во время частых военных походов отца и кроме него не видят лучшего претендента на трон, тем более, что Мухаммед популярен в народе. Вечером того же дня в опустевшие ханские покои имеет право войти только Дефтердар-баши. Он ведет все списки и счета государства. Безмолвной тенью он исполняет свой последний долг перед покойным ханом. Опечатывает все личные вещи Девлета-Герая, как того требует обычай. Именно он должен проследить, чтобы печать эта сохранилась на протяжении 3 дней у него, несмотря на присутствие наследника, которому перейдут покои хана. Эту недавнюю традицию вел сам Девлет-Герай I после гибели его предшественника, дяди хана Сахиба-Герая I. Спустя 3 дня состоялась церемония по случаю избрания нового хана. Наследник трона пожелал, чтобы она была как можно скромнее. Во время общего намаза в Большой ханской мечети верховный муфти произносит первым имя нового хана Мухаммеда Герая. А после на Дворцовой площади в торжественной обстановке 45-летний Мухаммед Герай принимает титул великого падишаха, Великой Орды и Великого Юрта, Дэшты Кыпчака и Престольного Крыма. Он становится властителем Худбы, Монеты и собственной Тугры. А главы 4 старинных родов преподносят ему символ государства Гераев – Санджак-Шериф, Харуквь и меч его предка Хаджи Герая. Затем все сановники двора присягают на верность хану и целуют полу его платья. После официальной церемонии был созван большой диван. На нем присутствуют 7 сыновей покойного хана. Сам Мухаммед, Алп, Адиль, Мубарек по прозвищу Шакай, Гази, Фетх и самый младший Селямет. Отсутствовал только Ислам Герай, в это время он находился в Стамбуле, а также, согласно иерархии, верховный муфти, главы 4 родов Ширин, Барын, Аргин, Мангыт, Сиджаут, Кади, Каймакан, Кади Аскер, ряд Мурс и Улемов. На своем первом собрании дивана хан назначает калгой своего родного брата Адиля Герая. Это приводит в негодование другого брата Алпа Герая. Он заявляет, что по праву старшинства сан калги должен принадлежать ему. Первое собрание дивана едва не обернулось большим скандалом. Вмешался глава рода Ширин. Алпу пришлось смириться и наблюдать, как на его младшего брата одевают отороченный дорогим мехом халат и как хан лично передает печать калге Адилю Гераю. На этом заседание совета было завершено. Мухаммед Герай покидает залу совета. Все склоняются перед ним в глубоком поклоне. Сразу же после хана залу оставляет и Алп Герай. В этот же день принц покидает Бахчисарай и уезжает в свои владения. Возможно, хан и рад был бы назначить на место калги другого члена семьи, только не Адиля Герая, но он был вынужден так поступить ради своей же безопасности и страны. Всем было хорошо известно, что между новым ханом и калгой уже давно были разногласия. Они начались в последние годы правления их отца Девлета Герая. Причина классическая. Конфликт был спровоцирован супругами хана Айше Фатьмой Султан, матерью Мухаммеда, и хан Сугрой, матерью Адиля. Обе дамы претендовали на лидерство в гареме, и каждая видела именно своего сына наследником трона.
Понимая, что отношения могут перерасти в открытое противостояние, Девлет-Герай принимает решение отправить Адиля-Герая в Восточный Ногай. Он назначает среднего сына сираскиром ногайских орд. Этим хан дает ему карт-бланш, ведь должность сираскира, другими словами, главнокомандующего и одновременно наместника крупнейшей провинции ханства, очень ответственна. Адилю предстояло самостоятельно вершить суд над веренными ему подданными, контролировать настроение в провинции и при необходимости мобилизировать одну из основных армий ханства. Принц официально получил в полное подчинение многотысячное население Восточного Ногая и резиденцию Боллы-Сарай. А очень скоро ум, энергия и справедливая строгость молодого сираскира завоевали авторитет ногайской знати, военачальников и придворных. Мухаммед-Герай же всегда оставался рядом с отцом, поэтому сейчас, приняв ханский титул, он хорошо понимал, что с младшим братом лучше дружить, чем воевать. Можно предположить, что между Калгой и ханом состоялся диалог, в котором оба ради интересов сильной и могущественной державы, доставшейся им наследство от отца, нужно забыть прежние споры и обиды, а еще примирить матерей. К тому же сейчас первым дамам двора уже нечего было делить. Мухаммед-Герай хан в первые же дни своего правления передал титул Анабеим своей матери Айше Фатьмы Султан. Эта властная дама все еще оставалась красавицей. Черкесская княжна обладала незаурядным умом, за что ценили ее супруг и сын. Однако Девлет-Герай после смерти своей матери Нурму-Султан не торопился передать ей титул Анабеим. Этот нюанс исправил Мухаммед-Герай II. Благодаря новому почетному статусу Айше Фатьма Султан официально становится не только главной женщиной в гареме, но и членом Государственного совета. Конечно же, не лично она, а ее секретарь присутствует на всех заседаниях. Он был ее ушами и глазами. Она могла повлиять на принятие законов или договоров о мире. Правда, второе звание Улу-Хани, официальный титул, следующий за Анабеем в иерархии гарема, хан все же отдает ее сопернице, матери Калги Адиля-Герая, хан Сугре-Султан. В первые же месяцы после избрания нового хана в Бахчисарай прибыли посланники из Московии. В связи с избранием в Речи Посполитой нового короля Стефана Батория, ярого противника московского князя, Иван стал нести значительные потери в Ливонской войне, и ему необходима была поддержка. Девлет-Герай умер, и он надеялся выстроить отношения с Мухаммедом-Гераем. В Бахчисарай спешно были отправлены налоги и подарки новому хану. Но слабые надежды не оправдались. Крымский хан продолжал политический курс отца. Хан заявил, что готов поддерживать Ивана, но только в случае, если московиты освободят от своего присутствия Казань. Диалог Ивана и Мухаммеда не состоялся. Посланники вернулись, не выполнив своей миссии. Однако они везли князю донесения о положении дел внутри государства крымских татар. Заинтересовался Иван тем, что между ханом
и его наследником Калгой до недавнего времени была вражда. И Мухаммед имел опасения, что ногайские провинции поддерживают Адиля Герая. Хан действительно опасался влияния Адиля Герая на подданных, но братья заключили мир во благо государства. Теперь Калга, как и положено, жил в своей резиденции в городе Акмежит и присутствовал почти на всех заседаниях дивана. Но спустя некоторое время до хана стали доходить слухи, что Адиль Герай якобы готовит государственный переворот. Тайно ведет переговоры с главами ногайских родов и даже заключил союз с днепровскими казаками. Мухаммед, имея под рукой целый штат шпионов, выяснил, что слухи ложные и не имеют оснований для беспокойства. Кто и зачем их распускал, так и осталось неизвестным. Однако пустые слухи все же посеяли зерна сомнений в душе хана. В апреле 1578 года ко двору Крымского ханства прибывает богатое посольство от короля Стефана Батория во главе с шляхтичем Мартином Браневским. Последний выполнял обязанности секретаря при Батории и являлся одним из блестящих дипломатов Польского королевства. Благодаря его опыту и умению вести переговоры был заключен взаимовыгодный мирный договор ханства с Речью Посполитой. Забегая вперед, отметим, что в Крыму Браневский пробыл 9 месяцев. И все это время он наблюдал и изучал государственное устройство Крымского ханства и особенности его жителей. Сегодня его труд «Описание Татарии», который он составил для своего короля, является одним из ценнейших первоисточников. Описание Татарии дает представление о времени правления Мухаммеда Герая II. Это и территории, которые населяли крымские татары той эпохи, и оставленные ими памятники архитектуры, а еще действующие законы и порядки. К примеру, он сообщает важную деталь, что ни один иностранец, вступивший на полуостров, не мог возвратиться оттуда без особой ханской грамоты. Браневский описывает древний город Херсон, более известный как Херсонес, который сохранял остатки былого величия. И несмотря на то, что город был безлюден, крымцы бережно относились к наследию своих предков. Послу посчастливилось видеть в Херсоне царский дворец с башнями, мраморными колоннами и воротами.